Испытано на себе. Амгинский улус расположен на юго-востоке Центральной Якутии в долине Амга. В устных преданиях и сказаниях Уранхая-Саха Амга издавна называлась Кысама. Амгой ее нарек еще в незапамятные времена прародитель Саха, старец Улуу-Хоро. На территории улуса 21 населенный пункт и 14 муниципальных образований, и каждый из них таит мистические истории и легенды. Абагинский наследник является одним из самых исторически значимых мест в республике. Здесь произошло 14 кровопролитных сражений, в том числе легендарная ледяная осада Сагыл-Сагы 1922 года и героическая оборона абагинских пионеров в 1927 году. Это сражение пионеров и комсомольцев Абаги вошло в историю гражданской войны Якутии как яркое доказательство преданности молодого поколения делу социализма и готовности к защите завоеваний Октябрьской революции. Одно из свидетельств о тех кровопролитных днях — дом-интернат. Изначально был построен для детей, потерявших родителей во времена Великой Отечественной войны. После служил пионерским лагерем, детским садом, школой искусств. А после остался немым призраком прошлого столетия. Когда я маленькая была, я была в пионерском лагере здесь. Здесь же мы ночевали. Конечно, никогда вечером спать легли, рассказываем, как обычные такие байки, такие страшные. И вот мне рассказали так какой-то такой неприятный, страшный случай. И я уснула, а потом просыпаюсь, смотрю, наверху на печке сидит русский мальчик в трусиках и ноги свесившие. Печка же такая вот труба, так, и здесь вот этот, сгиб, да? И вот здесь как раз под трубой, вот между потолком и здесь сидит он. И ножки свесил туда. И сидит и на меня смотрит. Ой, так испугалась. Проснулась так в ужасе. Холодный пот меня пробил. И этот мальчик впоследствии вот со мной учился. Он в Амге учился, да? И впоследствии он... Харамах-Хаята – сакральная гора высотой около 300 метров рядом с селом Абага, расположенная в 26 километрах от центра Амгинского улуса на правом берегу реки Амга. Удивительный памятник природы – место битвы мистических сил, с которой связано много мифов и легенд. На горе Харамах-Хаята высвечиваются лица людей. По поверьям, это дух горы. Именно здесь, на этом месте, и зародилась та самая красивая легенда об истории любви с трагическим концом. Когда-то давным-давно жили два рода, которые между собой враждовали. В одном из которых был прекрасный юноша-шаман, а в другом была удаганка. Молодые очень любили друг друга, но их прародители были против их союза. И для того, чтобы как-то укоренить и закрепить свой статус, они решили свести их друг против друга в астральной битве. По результатам этой битвы в живых осталась удаганка. Расстроенная и опечаленная своим горем, горячими стрелами прямо на скале она выковала образ своего любимого. А после своей смерти лик той самой удаганки на этой скале проявился. В 60-х годах на этой скале можно было увидеть 3 лика. На сегодняшний день здесь осталось только одно лицо той самой удаганки. Это не просто скальные образования в форме лица. Это полноценное, живое существо, которое может проявлять свои эмоции. Как нам рассказывают отдыхающие, если компания, которая расположилась здесь на берегу во время отдыха, нравится той удаганке, она улыбается им. Если же компания ведет себя неуважительно к этому святому и мистическому месту, она может злиться.
В Якутии и во всем мире, на мой взгляд, это самое уважаемое место. Приезжающие гости, и мы уважаем и ухаживаем его. И в будущем подрастающее поколение этому учим. Слишком часто не посещаю это место. За лето один раз. Приезжаю, сил набираюсь на всю зиму. Сюда приезжают, кормят, просят о здоровье. Говорят, даже те, кто не может ходить из-за болезней, после этого уходят на своих ногах. На резиновой лодке мы переправились на противоположный берег. Отсюда идет еще одна из легенд, а можно даже сказать, вернее будет сказать, что это примета. Сейчас мы начнем свое восхождение наверх этой скалы. При этом нужно держать у себя в голове и проговаривать свое самое заветное желание и желать его искренне всем сердцем. При этом нужно обязательно дойти до самого верха, до самой верхушки и оставить там что-нибудь памятное. И как говорят очевидцы, желание должно сбыться. Судя по хорошо протоптанной тропинке, можно с уверенностью сказать, что люди сюда ежедневно и каждый год совершают паломничество. Прямо нам навстречу много людей идет, и за нами тоже. Но первое, что мы сделаем, это, конечно же, оставим памятную ленточку на вот этом вот дереве, как показатель того, что мы пришли только с хорошими намерениями. С самого начала пешей тропы здесь установлен вот такой информационный щит. Проект «Амга. Заветная цифровая экскурсия Амгинского улуса». Если нет возможности как-то именно совершить вот эту самую пешую проходку по разным причинам, либо по состоянию здоровья, либо, может быть, сложности добираться, всегда можно отсканировать этот QR-код, по нему пройтись, посмотреть, совершить ту самую виртуальную экскурсию. А также для удобства каждого прямо вот здесь стоят вот такие палочки, которые помогут вам при подъеме. Это очередной раз доказывает, что для исполнения своего самого заветного желания надо очень постараться. Ой, одышка, как будто бы я бежала от кого-то, не знаю. Вот, кстати, тот самый камень. Люди прикладывают к нему ладони, продолжая думать о своем заветном желании и наполняясь той самой волшебной энергией. Немного отдышавшись, мы продолжаем свой подъем. Видимо, кто-то из туристов во время привала сделал такую вот своеобразную пирамиду. И мне кажется, это очень символичная такая инсталляция. Вот
Главное найти тот самый баланс, чтобы достигнуть равновесия во всем. Только что навстречу мне выбежал паучок, а это еще одна примета, то, что это к деньгам. Все, идем на вершину, к богатству. Вот что с нами делает желание получить все и сразу, не прилагая особых усилий. Вот так вот. Ну вот мы добрались до той самой невероятной вершины. И пока я шла, у меня было время, конечно же, подумать. И первая мысль, которая пришла ко мне в голову, это что уж раз я преодолела такое расстояние, непростой путь, конечно, было очень сложно, но я все-таки дошла до своей цели, добралась до той самой вершины, то это, наверное, такие мысли и такой настрой помогут мне в реализации моего личного желания. Испытано на себе.